Из доисторического населения Европы, яфетического создателя начал европейской культуры в Восточной Европе сохранился один одиношенек – чувашский народ. Так написал академик Мар. Нельзя не признать, что царь Котрак является частью общечеловеческой мировой культуры. Тому свидетельствуют слова академика Мара. После смерти царя Кубрата сыновья поделили царство Великая Болгария. Рады бы были сохранить наследство отца сыновьями Кубрата, но военная политическая ситуация оказалась таковой, что сыновья, нарушив заповедь «Сила в единстве», развели свои народы и повели по свету. Так Аспарух своим племенем ушел на Дунай, царь Котрак оказался на Волге, на пустынной территории и основал Волжскую Болгарию. Это Котрак. Золотом. Котрак на Волге. Можно назвать так. Переправа называется. 7 век. Основоположник государства Волжской Болгарии, Серебряной Болгарии. Это Котрак. Переходит Волгу. Он на плоскости воды. Естественно, тогда Волга была, вернее, не такая обширная. Она не была водохранилищем. Волга была Волгой. Там десятки, сотни островов. Были места, даже по грудь переходили Волгу. Поэтому было то время, когда Котрак своим народом пришел сюда на Волгу, переходит. Мы посмотрели тот момент. Он короной, он идет флагом, здесь символ дула, мы видим его символические элементы. Мы не видим в нем войск. Он на Волгу пришел не как завоеватель, он пришел сюда как созидатель. Основатель государства. Да, основатель государства. С момента отснятых кадров и по сегодняшний день скульптор Николай Кондрашкин неустанно работал над образом своего героя. Так появился образ Котрага с конями, переплывающий Волгу. По своему прекрасен этот образ, но разместить, найти помещение в Чувашии ему так и не удалось. Кондрашкин Николай Григорьевич – это не тот человек, который от неудачи опустил бы руки. За это время он создает множество скульптурных произведений. И вы, дорогие мои зрители, видели все мои фильмы с его участием. В истории русского народа царь Атил не занимает ни одной строчки, когда как в истории чувашского народа это глобальная история. Без своей истории народ – это как дерево без корней. Николай Григорьевич работает над образом Котрага в разных формах и величинах и с удовольствием выставляет на обозрение своих гостей. Вот один яркий пример. Так, друзья, прошу внимания, здесь мы видим великого царя болгаро-чувашского народа, Котрага. Это 7 век, один из сыновей Кубрата, основоположник государства Волжская Болгария.
Один из братьев Аспарух создал Дунайскую Болгарию. Сам Кубрат. Потом ты уберешь, не нужно. Я здесь хочу сказать, что создание, которое вот это мы видим сегодня, это великое создание, великая скульптура, которую сделал наш уважаемый Николай Григорьевич Кондрашкин, заслуженный деятель культуры Чувашской Республики. Он очень много делает для того, чтобы сохранить, и чтобы люди видели, сохранить историю, культуру нашего народа, именно в плане истории. Истории, что кто создавал, кто наши были предводители, наши Волжской Булгарии. Все эти наши вещи делают наш Николай Григорьевич очень замечательно. И мы видим, что этот памятник, если он в натуральном размере, если будет, думаю, он будет величественным памятником нашей культуры и нашей истории. Спасибо. Примечательно то, что вы первые свидетели этого проекта. Мне это приятно. Мои друзья из Башкирии оценили по достоинству этот проект. Значит, будем пробивать. Да. Спасибо. Так с исторической арены сходит на нет Великая Болгария. Но Волжская Болгария осталась в памяти народов Поволжья. И наследник этой истории – современный чувашский народ, сохранивший язык и культуру древних булгар –